И добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире национального телевидения программа «Не пропусти главное». С вами я, Дмитрий Аргунов. Ближайший час, так уж получилось. Тема на сегодня. Уже скоро 22 мая. Определенная дата, когда начинаются уже в полном объеме, скажем так, дачные работы. И так получилось, что 2016 год у нас объявлен годом благоустройства в республике. Соответствует ли чаяние некоторых граждан, той части, которые считают себя дачниками, их ожиданиям в сфере благоустройства? Об этом сегодня в программе «Не пропустите главное». Начинаем. И начать сегодня я хотел бы, немножко нарушив традицию, непосредственно, скажем так, владельцы земельных участков, дачники, может быть. Начать, конечно, хотел бы с автора некого письма в адрес нашей редакции, Николай. ЖСПК «Тускул». Это комплекс, скажем так, земельных участков, которые расположены на Покровском тракте. Давайте, вот какая ситуация у вас, какие трудности вы испытываете для того, чтобы в полной мере, скажем так, ощущать себя землевладельцами? Да, мы с начала 2015 года первым столкнулись с проектами, проектом красных линий. И с этим проектом собственники с трудом воспринимали, потому что приходилось уступить с куска своего земельного участка на улично-дорожной сети. А существующие улично-дорожные сети, которые были установлены продавцами или не знаю кем, да, были по 7, по 9, по 3, даже некоторые участки были без уличной дорожной сети. Поэтому мы в сегодняшний день этот вопрос мы решили в прошлом году, да. Собственники сегодняшний день проект красных линий воспринимают и понимают, для чего это нужно проект красных линий. Но мы то, что уступаем свой кусок земельного участка, да, мы обеспокоены. И мы требуем от окружной администрации выкупа. И это те собственники, которые вдоль 20 метров улично-дорожной сети ширины. И они будут требовать выкупа. Так, я поясняю немножко. ЖСПК «Тускул», суть конфликта у них заключается в том, что некоторые участки, вернее, планировка, скажем так, всего комплекса ЖСПК, она не соответствует тому проекту, который вначале было. Нет, наоборот. Начальный проект не соответствовал. Ага, а вы переделали? Наши земли раньше были в балансе республики. Потом в 2012 году она перевелась в балансе города Якутска, и, соответственно, она в черта в города Якутска вошла и стала в ИЖС. Так, и сразу в 2012 году окружной администрации города Якутска был разработан проект красных линий. Тот проект красных линий, как мы, собственники, нас не устраивало, собственников, потому что там не были учтены желания, пожелания и не было согласования самих собственников. То есть не проводилось публичное слушание. Все понятно. Но это с 2012 года, да, Николай? Что? Начиная с 2012 года. Да, 2012 года. Начиная с 2012 года. Хорошо. К теме Тускула мы обязательно вернемся. Мы знаем, что там у вас и по другим инфраструктурным, скажем так, работам работы определенные ведутся, но суть заключается в том, что собственники не согласны с той наметкой красных линий, которую им предоставила администрация города Якутска. Ну, проект красных 2012 года. 2012 года. Хорошо. Это проблема номер один, которая заключается в том, что собственники земельных участков не согласны с некоторыми, скажем так, необходимыми требованиями, которые им предъявляют. Агат-1. Буквально дней 10 назад, скажем так, никогда такого не было, чтобы разразилось такое количество пресс-релизов и так далее в связи с тем, что участки и дачи, и дома, которые входили в СОД Агат, были обесточены. Давайте, вот теперь ваша история. Да, это произошло 26 апреля сего года.
Сначала, когда свет ушел, никто ничего не понял, думали просто как аварийное отключение, как всегда это в городе у нас бывает. А к вечеру уже забеспокоились, начали звонить и узнали, что приезжала машина Якутэнерго и отключили нам свет, просто обрезали провода, убрали от линии. И мы остались без света, получается. Сколько вы сидели без света? Без света мы просидели 4 дня. 4 дня. Что-либо вы предпринимали, когда, ну, мягко говоря, форс-мажорные обстоятельства попали? Ну, народ забегал, кто в прокуратуру, кто в мэрию, кто в Якутэнерго, кто куда. Засуетились сразу. И результат? Ну, результат, пока нас временно подключили. И с последующими, я так понимаю, что будут заключать договора, скажем, уже единолично. Уже как частный Ну да, домовой. уже не как со СОТом, которого СОТа уже, можно сказать, не существует, а с каждым человеком Вот. отдельно. Что все-таки предшествовало тому, что ваши дома были отключены? Вот некогда существовал в черте города абсолютно СОТ Агат-1. Получается, да, это в черте города, это возле 17-го кварта по другую дорогу объездной. Несколько лет наш председатель пытался, Якутэнерго ходил, чтобы они подключили с каждым единолично. Но они почему-то отказывали, это продляли. У нас еще проблема с трансформатором, вся линия старая, столбы все старые, это все менять надо. Может быть, в связи с этим они не хотели брать нас на баланс. Предлагали, может, как-нибудь это все поменять за наш счет, грубо говоря. Но не знаю, это тяжело очень. Не все это могут вывести. За ваш счет. Да. То есть, получается, как только СОТ, вернее, СОТ, он еще в прошлом году прекратил свое существование юридически, да? Да, вот даже, наверное, раньше уже многие оформили документы под ИЖС. Как такового СОТа уже, наверное, несколько лет не существует. Вышли из состава СОТ. Да. И, Александра, тоже подключайтесь. Вообще вы как перспективу, скажем, своего существования видите? Ну, СОТ Агат-1 уже существует уже где-то 4 года уже. Мы хотим уже индивидуально оформить на оплату энергосбережения, да? То есть, ну, сейчас наши дальнейшие действия, планы, то, что мы должны обязательно перейти на индивидуальные расчеты. Это наш план. Но Чтобы- для этого вы должны пройти процедуру технологического присоединения, Алексей. Да, правильно. То есть где-то на полгода, скажем так, хождение по инстанциям вам обеспечено, да? То есть сейчас в данное время наш трансформатор находится, как бы относится без хозяевам, да? Поэтому город Якутск, мэрия должна взять именно свой баланс для того, чтобы потом передать Якутэнерго, да? И потом вот жильцы мы, да, чтобы перешли на индивидуальные расчеты. Мгм. А Ну, оплату у сейчас- вас сейчас принимают? Вот, скажем так, вы абсолютно идеальный такой потребитель. Вы каждый месяц платите по счетчику и так Да, далее. Вот вы да. записали показания счетчика, пошли платить, а так? Нет, мы оплачивали как бы председателя. Председатель уже общую сумму общего счетчика Да. оплачивал уже Якутэнерго. А сейчас мы в подвешенном состоянии, мы не знаем, кому будем платить. Мы вот последние долги погасили все, то, что было до отключения. Зафиксировали все показания, можно сказать, сфотографировали. А вот дальше что, мы не знаем, что будет. О, век современных технологий, можно подойти к счетчику и сфотографировать его последние показания. Да? Хорошо, на самом деле таких прецедентов довольно много, когда вот остановимся на, скажем, на последнем случае. Еще раз говорю, к Жеспекату Скул мы обязательно вернемся, да, в ходе нашей передачи. Примерно в таком же состоянии находится СОТ Хатын, примерно в таком же состоянии находится СОТ Речевик, и определенные, скажем так, проблемы подобного плана возникли у ваших соседей, СОТ Искра. Ну, давайте, скажем так, вопросим наших основных гостей, получается, первого заместителя генерального директора, главного инженера ПАО «Якутскэнерго» Сергей Юрьевич. Все-таки давайте начнем с вашей точки зрения. Вот конкретно по электросетям. По СОТу Агат. Значит, отключение произошло на основании заявления председателя СОТ о расторжении договора энергоснабжения, который был заключен между ПАО «Якутскэнерго» и СОТом на энергоснабжение данного садово-огороднического товарищества. Это одно из немногих оснований, которое
значит, позволяет энергоснабжающей организации прекратить энергоснабжение потребителей. То есть добровольное волеизъявление, значит, о расторжении договора. В связи с тем, что с каждым потребителем договоров на технологическое присоединение нет и не было, поэтому, значит, юридически как раз и возникло расторжение, значит, и отключение потребителей. Я разговаривал вот с участниками СОТ «Искра». Да? Вы их пустили примерно по такому же, вернее, пути, то есть техприсоединения и так далее. Да? Но у них проблема была в том, что заявки-то не брали. Ну, действительно, потому что существует юридическое лицо, которое функционирует на сегодняшний день, которое значит, не расторгнуло договорные отношения. То есть у них СОТ не ликвидирован еще. Да. Именно в этом причина, получается, отказа в приеме заявок на технологическое присоединение. Конечно. Значит, существует определенный регламент, когда значит, член СОТа, получивший статус ИЖС, может значит, подать заявку на технологическое присоединение. Первое – это добровольный выход из состава СОТ, подтвержденный правлением. Второе – значит, подписание соглашения о совместном использовании инфраструктуры. На основании этого документ принимается в соответствии с постановлением 861 Российской Федерации. Тут ситуация получается, казнить нельзя помиловать. Да? Вроде бы, с одной стороны, и администрация, да, города, и Якутская энерго выгодно существование крупных потребителей. Да, Да? То есть СОТов, определенных сообществ граждан, которые оформлены в садово-огороднические товарищества и так далее. С другой стороны, без выхода из состава СОТ вы не проходите на процедуру технологического присоединения. Так, вставать вот так или вот так? Существует определенный механизм, да, который значит, говорит о том, что не нужно торопиться в принятии решений. В частности, по исключению или, допустим, ликвидации того же СОТа. Значит, вот те механизмы, которые на сегодняшний день, да, реализованы или, по крайней мере, планируются к реализации совместно с мэрией, да, они носят пожарный характер. То есть, в принципе, можно было, значит, сохранить договор, при этом, значит, поэтапно жители или, значит, члены СОТ, получивший статус ИЖС, могли бы оформить документы и подать заявку. И в течение 6 месяцев, соответственно, они бы получили право оформить договора на технологическое присоединение и, соответственно, Мы заключить индивидуальные прерываемся договора. на короткую рекламную паузу и сразу потом вернемся, Сергей Юрьевич. Мы просим прощения, что прервали первого заместителя генерального директора ПАО «Якутскэнерго» чуть ли не на самом интересном месте, но реклама вещь такая, которая отчасти необходима. Да. И сразу же телефонный звонок нашего телезрителя. Говорите, вы в эфире. Хатамирак, вторая дамба, СОТ «Тундра». Значит, ситуация такая же. Мы запитаны от СОТ «Чайки», и он нас только на летние 3 месяца подключает, и все. При этом дерет с нас хорошие деньги. Вот, протянули энергетики линейную, щипкателем, хорошая линия, все. Но подсоединяет только ИЖСовцев. СОТовцев, говорят, нет, даже документы не берут. Вот в СОСе не пытаемся, и отзывы не там. Как нам быть? То СОТ разгонять? Ну, я даже не знаю, кому это адресовано. Ну, схема тут такая же совершенно. Значит, либо выходить из состава СОТа с оформлением соответствующих документов и подавать индивидуально на договор технологического присоединения в течение 6 месяцев мы будем подключать. Ну а ИЖС это действуют рамки, значит, постановления правительства, в соответствии с которым лицо, заявившееся, значит, на технологическое присоединение впервые, значит, подает необходимый состав документов, мы в течение 6 месяцев выполняем эти работы и присоединяем физически этого потребителя. Я так думаю, что ведись разъяснительная работа на должном уровне, да, вот по всем вот этим нюансам, тонкостям и так далее, таких возмущений было бы гораздо на самом деле меньше. Да? Ну, разъяснительная работа проводится, вся необходимая информация есть в Центре обслуживания потребителей и на сайте компании, где эти механизмы прописаны. Плюс есть открытая линия, да, где можно задать вопрос, на основании которого мы даем развернутый ответ по тем или иным действиям потребителей. Понятно, что не все урегулировано на сегодняшний день законодательством, ну, в частности, вот при ликвидации СОТа. Так как быть с людьми, значит, где юридически мы имеем в течение 6 месяцев право присоединять
Но что значит, потребитель в течение 6 месяцев не будет получать электрическую энергию? И с другой стороны, когда расторгнут договор, и мы обязаны этого потребителя отключить, потому что значит, нет договорных взаимоотношений. Вот есть определенные законодательные прорехи. Но тем не менее мы решаем эти вопросы, в том числе и находя общие точки соприкосновения с администрацией города Якутска. Давайте про точки соприкосновения с администрацией города Якутска. Наталья Анатольевна, в пятницу было, ну, скажем так, чуть ли не поставили точку на дачных спорах с энергетиками. Да? Ну, все-таки на чем остановились? Понятно, что администрация – это наиболее заинтересованная сторона. Все-таки не раз руководство города говорило, что мы хотим цивилизованный частный сектор. Да? На самом деле я хочу сразу же пояснить, что вот, например, если Якутскэнерго заинтересована в крупном потребителе, то администрация города в данном случае заинтересована в электробезопасности и в пожарной безопасности, потому что СОТы на самом деле не всегда обслуживаются квалифицированными электросетями, квалифицированным персоналом. И это хорошо, если такой председатель, который может организовать этот процесс, и либо электрика хорошего имеет, либо еще какие-то договорные отношения со специализированной организацией. Ну вот это как бы первое, да. Ну, по СОТу Агат действительно ситуация дошла до самого, так сказать, критического, до отключения, поэтому адекватные были шаги сделаны и со стороны ПАО «Якутскэнерго», и со стороны окружной администрации. Мы договорились, чтобы подключение было произведено. И вот, учитывая, что были праздники, конечно, после этого мы сели за стол переговоров и пригласили первый раз, председатель СОТа присутствовал, в частности, Агат. И, соответственно, мы приняли некоторые решения. Конечно, в любом случае договор энергоснабжения должен быть восстановлен на то время, пока будет идти оформление документации. И в каждом случае разные ситуации. Вот в случае с СОТ Агат-1 и Хатын, там как юрлица СОТы ликвидированы. И сети являются бесхозяйными. Поэтому мы с Якутскэнерго будем договариваться о том, чтобы они осуществляли аварийное прикрытие до признания этих сетей муниципальными. А инициативная группа, соответственно, должна оповестить всех своих так скажем, бывших членов СОТа или присоединенных ИЖСников о том, чтобы они пришли в Центр обслуживания клиентов и подали заявление на технологическое присоединение. Но надеемся, что это пройдет в кратчайшие сроки. Далее будут подготовлены акты раздела границ эксплуатационной ответственности, где сторона окружной администрации подтвердит, что это действительно бесхозяйные сети в каком-то временном промежутке времени. Но тем не менее, все жители вот этого микрорайона получат возможность уже лицевые счета открыть в энергосбыте и перейти в такой нормальный частный сектор. Давайте еще один телефонный звонок примем. Говорите вы в эфире. Говорите. Алло, здравствуйте. Да. У меня такой вопрос, да? У меня есть участок ИЖС, СХПК Хатарский, Покровский тракт, 12 километров. Правая сторона города. Я пыталась сдать документы через единое окно на Федора Попова, но мне отказали. Сказали, что есть договор какой-то между Якутскэнерго и какой-то организацией, куда я должна обратиться. Это европейский квартал. Ну, еще раз, не хотелось бы, конечно, частности рассматривать, да, но тем не менее придется, поскольку все-таки обращение было, да, заявительное. В данном случае... Не владея информацией более дополнительно, я затрудняюсь ответить, почему не приняли документы. Документы не принимаются в двух случаях. Значит, если не полный комплект документов в соответствии с 861 постановлением, либо значит, земля принадлежит садово-огородническому товариществу, и оно официально зарегистрировано как действующий СОТ. СОТ, ЖСПК, ТСЖ, КИС или иное значит, образование. Поэтому, если значит, представят документы, мы более детально разберемся с этим вопросом. Николай, это не ваша, скажем, зона 12 километров? 12 километров, да, входит в нашу сторону, но правая сторона, да, и у нас были, да, такие отказы. Там отказывались в связи с тем, что Якутэнерго заключен договор с организацией ГЭК. И в связи с тем там был отказ, и как бы обращайтесь к ним. Там прямо было написано, по-моему.
Ну, то есть, возможно, ГЭК обратился как сторона по технологическому присоединению. Да. И централизованный. В соответствии с этим ГЭК как значит, объединение граждан выступало в качестве юридического лица. Поэтому, возможно, такая схема была. Агат-1, Хатын, а что делать Искре и Речевику, Наталья Анатольевна? Все-таки люди там, скажем, тоже в слегка подвешенном состоянии, и вопрос стоит такой, ликвидировать суд или не ликвидировать суд? Ну, вот, например, точка зрения окружной администрации, ликвидация СОТа – это как бы, ну, крайний случай. Потому что ведь существуют у этого объединения общие подъездные пути, значит, общие водопроводы летние, которые вот из озер качают. Я думаю, что просто вот у СОТа Агат, возможно, что там вообще городской водопровод имеется. Ну, то есть есть какие-то инфраструктурные моменты, которые, конечно, и объединение СОТа должно, ну, как бы сохраниться. Поэтому вот я, например, не очень правильно понимаю, что надо выйти из состава СОТа или еще что-то. Конечно, в данном случае в каждом случае надо подходить индивидуально. Потому что, например, по СОТ «Искра» без хозяина признана только трансформаторная подстанция, а линии остались у СОТа. СОТ не ликвидирован. У речевика то же самое. И по речевику, например, я не могу сказать, что там, поскольку СОТ достаточно пространственно разбросанный, есть ли там возможность вот техпресса за 550 рублей, 300 метров. То есть здесь тоже надо подходить к этому. Тариф какой? Я не про тариф сейчас говорю. Нет, вот 300 метров. Да, ну то есть в городской черте это 300 метров должны быть сети Якутскэнерго рядом. В противном случае это уже индивидуально. Ну там 300 метрами не обойтись, скажем так. Просто Ну, я вот. сам представляю суд речевик. Еще один звонок, давайте мы послушаем. Говорите. Алло? Да. Да, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня земли категории населенных пунктов, назначение сельхозпроизводства, хочу заняться сельхозпроизводством, чем мне могут помочь энергетики, администрация города, куда не обращался, везде молчание. Пожалуйста, ответ. Это по электроснабжению, да? Да, абсолютно верно. Мгм. Сельхозпроизводство. Все понятно? Я, наверное, отвечу. Да. Если земля оформлена в собственность, значит, и вы имеете весь необходимый пакет документов, то вы вправе, значит, обратиться значит, в Центр обслуживания потребителей с заявкой на технологическое присоединение. То есть если значит, мощность до 15 киловатт, то, соответственно, тариф на технологическое присоединение составит значит, 550 рублей. Если от 15 до 150, то, соответственно, в соответствии с тарифами, утвержденными Госкомценрэг, значит, ну и зависит от расстояния присоединения, значит, и строительства значит, электрических сетей. Поэтому надо смотреть документы, обращаться в единое окно, ну и, соответственно, с этим вам будет представлен проект договора на технологическое присоединение. Сергей Юрьевич, на самом деле во всей этой ситуации, да, с дачными, скажем, дачным вопросом радует одно. Я на своей памяти, вот я лет 20, скажем так, в средствах СМИ, да, ну, после того, как Якутскэнерго перешел в состав Росгидро, ну, скажу, это практически первый случай, когда энергетики очень гибко реагируют на такие острые запросы наших горожан. До этого позиция Якутскэнерго была более чем жесткой, скажем так. На самом деле я не соглашусь с вами. Значит, все зависит от руководства СОТов, ЖСПК, значит, и КИЗов, то есть и от руководителя этими объединениями. То есть в любом случае значит, доводить до крайности решения этих вопросов не стоит. Вариантов решения много. Как заключение договора со специализированной организацией для обслуживания этих сетей. Вот как у Андрея Магомедовича, да, получается? Да. Ну, можно я ставлю тогда Да. ремарку? Здесь не поднимался один из самых болезненных вопросов для дачных кооперативов. Это кто будет платить за реконструкцию электрических сетей в самом дачном кооперативе. Статья, значит, по Гражданскому кодексу, статья 210 говорит о том, что собственник несет бремя потерь. Собственники, в принципе, соглашаются, но говорят, это очень неподъемная для нас сумма. И я как представитель, ну, назову себя представителем более чем 7,5 тысяч человек, которые, значит, которых мы обслуживаем в составе дачных кооперативов,
была разработана постепенно с 2007 года, кстати, с вашего кооператива «Речевик», оттуда все движения пошли. Разработаны были стандартные схемы. И на данный момент это есть несколько методов решения данного вопроса. Несколько. Первый и основной – это дачники собираются своими деньгами, нанимают специализированную организацию, она проводит им линию, либо сама специализированная организация обслуживает весь этот дачный кооператив. Андрей Магомедович, давайте мы прервемся еще раз. Очень не кстати, конечно, реклама на канале НВК Саха прямо сейчас. И потом мы вернемся к вопросам к Богатыреву Андрею Магомедовичу. И снова в эфире программа «Не пропусти главное». И вот мы уже третий блок не можем расквитаться, скажем так, с электрическим блоком, вернее, вопросом, и перейти к газовому плавненько. Да? Но мы должны дать выговориться всем участникам нашей сегодняшней беседы. Андрей Магомедович, вы начали про реконструкцию существующих сетей. Давайте завершайте вашу... Реконструкцию осуществляют не только на деньги датчиков. На данный момент существует схема и софинансирования. Чтобы долго не рассказывать, можно открыть интернет, можно посмотреть наш сайт сервис энергосбыт 14.rf. Конечным итогом нашей работы должно быть платежи датчика только по тарифу Якутскэнерго. Все остальные составляющие, потери, за обслуживание, все остальное, специализированная организация должна возложить либо на бюджет, либо через тарификацию РЭК. Ну, дачник должен спать спокойно. Его не должны отключать. Это наша позиция. Выход вы в чем видите? Выход на... Ну, вообще вы не понаслышке знакомы, да? С 2007 года я вот этими руками все электролинии мы собирали. Сейчас у нас, конечно, много бригад. Но выход из этого я вижу только на законодательном уровне. Очень много сейчас мне надо ездить в Москву, проводить и в Государственной Думе, и в правительстве мы проводим консультации по этим всем вопросам, по поводу федеральной сетевой компании. Был очень во многих регионах, и ответственно вам доложу, что везде одна и та же проблема по всей стране. Дачник никому не нужен. И свое счастье дачник делает только своими руками. Только своими руками. А если ИЖС? Если ЖЭС, это другой вопрос. Переводите тогда в ЖЭС. Но во многих случаях это невозможно. И что тогда делать? И невыгодно. И невыгодно в том-то и дело. Мы же вот с дачниками, если сейчас работаем, мы подошли вплотную по наружному освещению, мы подошли вплотную по вывозке мусора централизованно с дачных кооперативов. Мы очень плотно работаем не только с инициативными группами, которые у нас в дачных кооперативах все сильнее и сильнее развиваются, не только в области работы с самими дачниками, но и в плане электората. Понимаете, это же выборный электорат. Сейчас, 22 мая у нас, секундочку, мы подошли к самому главному. Все вопросы вот эти дачные будут решаться только на законодательном уровне, в Москве. Госдумой. Сергей Юрьевич, у вас есть, ну, скажем так, без привязки к праймеризу, электорату, некая сетевая структура, которая, ну, является конкурентом компании Андрея Магомедовича? Ну, Андрей Магомедович, конечно, прорекламировал себя. На самом деле, Якутскэнерго будет работать с любой организацией, которую выберет СОТ, КИС или иное объединение на договорной основе. Будь то там Андрей Магомедович, будь то другой. Это право объединения выбирать организацию, которая обслуживает. Ну, в частности, по речевику мы предлагаем как пилот использовать Якутскую энергоремонтную компанию. Это наше дочернее общество, открытое акционерное общество, которое согласилось выполнять работы по аварийно-восстановительным работам и оперативному управлению, о чем говорила Наталья Анатольевна. Как пилот можно попробовать это. Дело за собственниками, да? Ну да, дело за собственниками, если они определят возможность этого. Но опять же, еще раз повторяю, в данном случае собственником является администрация. Потому что да, сети бесхозные, поэтому ей определяться. Ну а так право любого владельца определить, с кем заключать ему договор. И мы это право примем и
и заключим с ним, и учтем это при заключении договора. Еще один телефонный звонок. Тема, видать, супер актуальная. Да, говорите. По Хатынь-Юрьевское шоссе 5-й километр, да? Когда будет электроэнергия? Там люди строятся под ИЖС, даже живут там. Когда мэрия обратит внимание, хотела бы узнать. Понятно. Хатынь-Юрьевская, 5-й километр. Не владеете информацией? Нет. Сергей Юрьевич тоже. Ну, Не скажу. мы сделаем соответствующий, конечно, запрос в администрацию, и можно будет поинтересоваться, в том числе в интернет-версии нашей программы, чем все это дело закончилось. И плавненько, хорошо, мы, в принципе, видим, что и администрация, и Якутская-Энерго наконец-то пошли навстречу друг другу. Ну, они, в принципе, всегда параллельно, скажем, шли в одном направлении. Да, ну, параллельно. Направление одно. Это, Не на пересекаясь. самом деле, наше с вами благо, да, то есть горожан, жителей частного сектора. Тут подходим к такому бомбезному, не помпезному, а бомбезному вопросу ЖСПК «Тускол». Вот Николай, который представляет огромное количество тоже собственников, да, так уж получилось, что они сели на красные линии. Газоохрана. Давайте тут Павел Ксенофонтов, наверное, комментарий. Так, ну, у нас по Покровскому тракту на данный момент в минимальных расстояниях магистрального газопровода зарегистрировано Я попросил, 342 перебью. участка. 342 участка. 340. Я перебил. Да. Вот начнем с Покровского тракта и Да. перейдем, скажем, где нельзя строить. Вот если Да, обозначить, скажем. Да, 342 участка зарегистрированных как не ИЖС, а вот именно полученные земельные участки. Из них 35 участков это уже переведены на ИЖС. Больше. Ну, по нашим данным 35, да? По нашим данным, которые администрация дает. Значит, и из этих домов, мы постоянно делаем обследование, значит, уже построено почти 10 домов. 4 участка уже живут, там люди уже, зимуют. На магистрали. Да, прямо на магистральном газопроводе. То есть на расстоянии от 45, там, 60 метров там, и так далее. Значит, что говорит Земельный кодекс? Статья 90, да? О том, что у нас минимальное расстояние охранной зоны определяется санитарно-строительными нормами и правилами. То есть в данном случае магистральный газопровод. Значит, для газопроводов диаметром 300-600 миллиметров, да, минимальное расстояние 150 метров. То есть охранная зона 25. То есть здесь жители часто путают охранную зону и минимальное расстояние. То есть охранная зона это 25 метров от оси газопровода. То есть полоса получается где-то 50 метров. Да? Там ни проезда, ничего не должно строиться. А диаметр какой вот хата? Да, у нас, значит, у нас газопровод идет с птицефабрики, идет на Заречье. То есть это газопровод, магистральный газопровод, который запитывает Заречье, и вот весь заречные улусы все сидят на этом газопроводе. То есть магистральный газопровод. Значит, а минимальное расстояние этого газопровода у нас 150 метров. То есть полоса получается 300 метров. И вот эти вот 300 метров вот попали вот эти участки. Значит, у нас есть рабочая группа со всеми там администраторами улусов, и в том числе городом Якутска. Значит, все вопросы мы стараемся решать на правовом поле, стараемся. Значит, и мы дополнительно ввели, значит, график, значит, осмотра этих газопроводов, участили, скажем так, потому что стройки идут ежедневно, ежемесячно. Сейчас бум начался. Мы буквально вот на той неделе обнаружили, что у нас еще участки распределили уже на газопроводу отводе на Табагинском. То есть прямо на газопроводе столбы ставят и начинают уже распределять участки. Игнат Пеневич, как так получается все-таки? Агентство земельных отношений, да? Как так? Тускол же он относительно свежий, да? Скажем так, игрок в поле. Ну, с какого года вы, Николай? 12-го, да? Короче, я выскажусь, да, что собственника. Получается, мы покупаем участок, то есть собственник покупает земельный участок по купле-продаже, потом оформляет. У кого покупает, Николай? Как сказать, там, также собственник. Покупает земельный участок. То есть, грубо говоря, собственник сначала берет большой участок, Да, большой участок и нарезает куски. Да? Нарезает куски и продает. Не соответствуя все законы, нормативные правовые акты, также продают. Потом собственники покупают, после переводят каким-то образом в ИЖС, то есть каким-то образом их переводят. Потом получают разрешение на строительство, строят дом. Потом вот, буквально вот с осени 2015 года Сахатранснефтегазом опубликуется информация, то, что там строить нельзя. Почему 2015 года? Мы постоянно опубликуем. То мы собственники, тогда вас почувствовали. Там о том, что
такая была, о сносе домов. Потом у нас возникает вопрос, мы несем убытки, по чьей вине мы несем убытки? Почему нас перевели тогда в ИЖС? Дали зачем тогда нам Нет, здесь разрешение надо на отметить, строительство? что газопровод у нас построен с 2005 года. То есть Да. мы в Нет, 2003 но отвод-то был с 2003 Да, в 2003 Да, мы уже да, отвели да, земельный да. участок, уже под газопровод, да, построили, Да, в 2005 его зарегистрировали как опасный производственный объект и запустили ее в работу. То есть 2005 года. Тускул появился в 2012 году. Нет, с прошлого года. Ну, с прошлого, даже с Вот прошлого если года. говорить по этим земельным участкам, Да. да, вот эти вот, именно эти земельные участки, Нет, вообще как получилось по так, что правой на, стороне на охранной Покровского тракта, сели участки? эти земельные участки были предоставлены для сельхозпроизводства. В свое время, когда совхоз Хатасский развалился, и там пайщикам вместо зарплаты раздали по 3 гектара земельных участков. Да? Вот эти гектары собственники сельхозугодий разделили и начали уже продавать эти земельные участки. Вот из-за этого весь этот... То есть, получается, никто не контролировал. И хаотичность... Да, никто не контролировал, все хаотично. Не- всё не- было. никто не контролирует. Никакой планировки не было. Там раньше не планировались дачи. То есть там под пастбище были предоставлены земельные участки. Это 6-7 года. То есть это Министерство имущественных и земельных отношений. Республика предоставляла эти земельные участки. И впоследствии в 2012 году город до 18 километра включил вот эти вот земельные участки в территорию города Якутска. Да, и уже после этого город уже начал проектировать. Начали с красных линий, да, и в будущем там будет проект планировки территорий, что там можно будет строить, да, проект межевания территорий, какие там земельные участки. И то есть вот эти вот земельные участки, они были предоставлены не для организации дач, не для организации индивидуального жилищного строительства. Они были предоставлены под пастбище. Поэтому Так выход какой? Кто первый оформил, тот и прав. Первые оформили хатасы, я так понимаю, да? Нет, В смысле, вот. как хатас? Нет, Нет, они вопрос, Объект наш первый. вопрос у нас стоит в чем? В смысле, Объект наш первый, да? Они правы. Выход только, на мой взгляд, только один, да? Значит, те участки, которые подпали под нашу зону, администрация должна им выделить другие участки. Да, да. Однозначно. Да. То есть они должны освободить. Значит, это во-первых. Во-вторых, те участки, которые уже переведены в ИЖС, да, ну с ними, конечно, надо будет уже в судебном порядке решать эти вопросы. Потому что это уже индивидуальное жилищное. Мы часто собираемся и судебная обсуждаем практика это. что показывает, Павел? Судебная практика показывает, Свежие. что... Да, свежие. Вот у нас 13, 14, 15, 16 года у нас суды постоянно идут в распредсетях в основном. И практика показывает, что мы выигрываем. Но мы, собственники, понимаем все эти законы, все эти охраны зоны. Но вопрос в чем? Как нас привели тогда в ИЖС? У нас по закону ИЖС у нас есть и ряд законов, которые защитят нас. Ну, если я собственник ИЖС, я свет, газ должен получать. И зачем нам дали разрешение на строительство Это уже другой дома? вопрос. Как дали разрешение? Мы, Как вообще участники ЖСПК Тускул получили разрешение на строительство? Об этом сразу после рекламной паузы. Разговор-то накаляется, скажем так, ближе к концу третьего блока. Но после сразу рекламной паузы давайте активнее обмениваться мнениями и, может, все-таки придем. Реклама. И к началу завершающего 4-го, скажем так, сегмента нашей передачи, разговор-то уже переходит в качественный такой уровень. И прежде чем мы вновь вернемся к проблеме ЖСПК Тускул, давайте мы примем телефонный звонок. Говорите. Алло, здравствуйте. Это говорит председатель ДСК «Строитель». Это 10-й километр Покровского тракта. Вопрос Сергею Гаврилову. Наш трансформатор вот-вот упадет. Было 2 года тому назад письмо с Якутскэнерго. Доказано о том, что это собственность Якутскэнерго, именно собственность. Но 2 года прошло, он все клонится, вот-вот упадет. Прошу ускорить этот процесс. В этом году поставить его на нормальную подставку. А по поводу Богатырева хочу сказать, что в нем мышление государственное. Мы платим налоги, и, по крайней мере, ИЖСники должны, согласно закону, быть обеспечены всеми коммуникациями. Ведь заявлено, что государство-то социальное. Так что правильно рассуждает он.
Спасибо вам. Примите на заметку. Да? Да, возьмем. Да. И, уважаемые телезрители, хотелось бы обратиться все-таки по теме. Мы сейчас обсуждаем, на каких направлениях нельзя строить. Павел, давайте вот, прежде чем вернемся к конкретике Тускула, да, где еще ваши магистральные линии? Где нельзя, скажем, Значит, опасно покупать земельные участки? опасно земельные участки покупать там, где наши знаки стоят. Мгм. То есть там, где написано магистральный газопровод, лучше не подходить на самом деле. То есть сразу надо будет разбираться конкретно, какая охранная зона и так далее. То есть у нас такие проблемы везде, где наши газопроводы проходят через населенные пункты. Нет, это, ну, это, давай- это и Намса, да, это у нас и Якутск, значит, это и Хатасы. Значит, здесь надо понять только одно, вот, по части вот, Тускула, да? Наш газопровод построен, зарегистрирован, в Рекпалате она есть. То, что вот говорят, газопровод не был указан, значит, на схемах, это говорит о том, что значит, некоторые люди не понимают, что все-таки охранные зоны, они определяются санитарными нормами, строительными нормами и правилами. Вот это самое главное надо понимать. Значит, мы потратили порядка 5-6 миллионов рублей, сейчас, это 5 миллионов рублей, на то, чтобы дополнительно, для тех, кто не понимает, нанесли минимальное расстояние. То есть сейчас вот у нас в администрациях уже указаны эти минимальные расстояния. Но мы не обязаны это были делать. То есть жест доброй воли, да? Да, жест доброй воли, да. Мы сделали жест доброй воли и администрациям все это дали. То есть, что вот, ребята, вот наш газопровод, вот наше минимальное расстояние. Игнат Федорович, все-таки, да. Как я уже сказал, да, эти земельные участки уже были предоставлены, были собственниками нарезаны на мелкие участки. И когда механизм перевода и сдачи, в этом случае получается из пастбища на ИЖС, происходит следующим образом. Собственник обращается в кадастровую палату, пишет декларацию. Значит, кадастровая палата, в свою очередь, она запрашивает в органы местного самоуправления, можно или нельзя. Да? А орган местного самоуправления как бы уже смотрит на своих геоинформационных системах, есть ли там охранные зоны, есть ли там газопроводы. Если они не нанесены, то есть идет уже положительное вот это, заключение. И вследствие этого меняется с ИЖС, то есть наоборот, с пастбища на ИЖС. А там не могло быть такого, что просто без выезда ваши специалисты, поверив, скажем, на слово? В этом случае, да. Не, могло быть такое? Нет. В этом случае никто не выезжает туда на местность. Да? Пользуется информационными системами. Если в информационную систему внесена запись о том, что там проходит охранная зона газопровода, электросетевого хозяйства, Значит, в этом случае уже указывается объект, то есть ограничивается. земельный объект. А дальше уже специалист должен открыть статью 90 Земельного кодекса. Да. И там должен прочитать. И эти сведения, они все должны быть включены в государственный кадастр недвижимости. Так же, как и земельные участки, охранные зоны, вплоть до границ населенного пункта и земли категории водного фонда, лесного фонда, земли населенных пунктов, сельхозназначения. Раньше эти земельные участки, все они были в землях сельхозназначения. После того, как город его перевел в свои границы, уже жители стали обращаться об изменении с пастбища на ИЖС. То есть, вот на этот момент, это 12-13 года, информации об охранных зонах не было. Ну, у нас, мы увидели выделенный участок прямо на нашей подстанции. Подстанция там стоит уже лет 30. Вот, тоже непонятно. Люди камерально работают, они не выезжают, не смотрят, камерально работают. Вот, я и говорю. Если вернуться к этому проекту, да, красных линий 2012 года, там я как видел проекту, там было синим или зеленым, где вот сама труба проходит, потом 150 метров проход и красная линия. И даже увидя я не понимал, где тут, вот красная линия, с какой стороны разрешается или не разрешается. То есть проект был сырым абсолютно. Не было условных обозначений. Я понимаю, Николай, я понимаю все-таки, но части, опираясь на судебную практику, опираясь на все, скажем, действующие законодательства, части собственников ЖСПК Тускул придется, по-моему, судиться с администрацией по возврату, скажем, вложенных средств, да? И о том, чтобы они предоставили другие участки взамен вот тех, которые, так получилось. Иногда же бывает такое, так получилось. У собственников только такой выход остался. Только такой выход, да. И
понятно, что все это дело происходит, печально, что все это дело Конечно, печально. происходит именно в год благоустройства, да, когда люди, возможно, уже застроились, уже часть как бы получается. Но все-таки я хотел бы посоветовать побольше терпения и напора, скажем так, в отстаивании своих интересов, да, потому что, ну, справедливость, она где-то здесь, она никуда не может деться. И я бы хотел в завершение, вот все-таки поговорили и о электрике, и об газовиках, о сотах, пару ласковых, Наталья Анатольевна. Все-таки это прекрасное наследие советских времен, когда Ну, граждане, которые хотят заниматься там в летнее время садоводничеством, огородничеством, объединяются в товарищество. Ну, я так полагаю, что это и должно остаться, потому что это неплохое наследие. И хочу сказать, что вот в прошлом году у нас уже начал свою, так скажем, стартовал конкурс, называется он «Дружный дачный коллектив». Определены гранты. Первое место – это 300 тысяч рублей, второе – 200 и, соответственно, третье – 100 тысяч рублей. Условия конкурса опубликованы на нашем сайте окружной администрации. И этот конкурс подразумевает действительно, ну, в первую очередь, это слово «дружный». То есть это объединенные электросетями, это дороги, это сезонные водопроводы, вывоз мусора, добровольная пожарная дружина, что тоже очень важно. После ХАТАС особенно, да? Ну, это Печальный конкурс прошлогодний, да, поэтому я хочу сказать, что тем не менее мы в условиях конкурса это тоже предусмотрели. Поэтому, пожалуйста, заявки принимаются в правовом отделе МКУ СГХ, улица Орджоникидзе, 3/2. Это вот за Саха-театром, кабинет 7. Пожалуйста, приходите, подавайте заявки. До 1 августа мы их принимаем. И будем готовы потом выехать комиссионно, посмотреть, что вы делаете. Ну, в том числе там и участие в нашей ежегодной ярмарке «Урожай-2016». Это осенина традиционно. Да. Спасибо, Наталья Анатольевна. И обращаясь ко всем участникам нашей сегодня, спасибо за то, что пришли, поделились своими проблемами. На самом деле, я впервые, да, вот за много-много лет столкнулся с тем, что Якутская энерго пошли на крайние меры в отношении. Ну, юридически вроде как такую организацию ни в чем не подковырнуть. То есть СОТ, юридическое лицо, с которым было заключено, оно прекратило свое существование, значит, есть все основания. Но хотелось бы, пользуясь моментом, все-таки и к руководству Якутской энерго, и к администрации все-таки больше, ну, по-человечески, что ли, смотреть на разные ситуации. Ведь не секрет, что вот когда звучали, скажем так, угрозы обесточить в декабрьские морозы, да, ну, могли остаться без освещения, без возможных условий, жизненных условий, многодетные в том числе семьи. Все-таки побольше, наверное, гуманности, что ли, как бы это сказать. Значит, ну, действительно, отключение электроэнергии является крайним средством, значит, в решении тех или иных вопросов. Мы постараемся на сегодняшний день разработать документ, который учитывает как бы различные варианты взаимоотношений, потому что вот только сейчас мы рассмотрели только порядка 5 схем взаимодействия возможных. Значит, выйдем с регламентом совместным в адрес администрации, постараемся создать такой регламент, чтобы, значит, СОТам, потребителям было понятно, как им действовать при возникновении той или иной сложной ситуации. Ну и чтобы не возникало, значит, вот этих крайних случаев. Спасибо еще раз всем участникам. Да, буквально пару слов. Да, я вот поправлюсь, да, к телефонному звонку нашего слушателя, да. 2015 года на тех присоединениях к электросетям с Якутэнерго заключен договор между ЖСПК Тускул, по которому на сегодняшний день ЖСПК Тускул проводит эти строительства электролиний. Согласно все нормативно-правовые акты. То есть с вами нужно заключать договор? Да, чтобы и сразу скажу, как слушать, все линии потом сразу после строительства передадутся сетевой компании. Все хорошо. Все, на этом мы заканчиваем наш, согласитесь, Павел Валерьевич, довольно интересный выпуск программы «Не пропусти главное», в котором очень своевременно и, я думаю, поделились необходимой информацией для всех тех, которые собираются Самое летом главное, осваивать. подняли этот вопрос. Самое главное, Да, Да, он всегда поднимается. Всегда поднимается. Увидимся.